Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов обратился к жителям Ингушетии в 83-ю годовщину битвы за Кавказ. Сегодня мы вспоминаем одну из важнейших дат Великой Отечественной войны. 25 июля 1942 года – начало оборонительного этапа битвы за Кавказ. Это грандиозное сражение, длившееся 442 дня, охватило территорию от Черного моря до предгорий Эльбруса. Особенно ожесточенные бои шли на территории Ингушетии, в городе воинской славы Малгобеке. Тысячи наших земляков проявили героизм в рядах Красной армии, участвовали в строительстве оборонительных рубежей и работали в тылу. Более 2300 ингушей сражались в битве за Кавказ. Битва за Кавказ – символ мужества и единства народов нашей страны. Мы склоняем голову перед памятью более 340 тысяч советских воинов, павших в этом сражении. 138 участников битвы удостоены звания Героя Советского Союза, и мы гордимся нашими земляками, проявившими беспримерное мужество и героизм. В Малгобеке строят психоневрологический интернат на 200 мест. Проект реализуется при поддержке Министерства труда России. Здесь будут созданы все условия для эффективного лечения и комфортного пребывания пациентов. Все помещения будут соответствовать самым строгим санитарным и медицинским требованиям. Проект планируется завершить к концу 2027 года. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале рассказал о мерах поддержки молодых предпринимателей. Мы активно поддерживаем молодых предпринимателей и социальные проекты, предоставляя гранты для развития их деятельности. В 2024 году в республике действовало почти 7 тысяч субъектов МСП и более 19 тысяч самозанятых. Это свыше 25 тысяч рабочих мест. Такая динамика – результат комплексной господдержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В прошлом году бизнес-инкубатор проконсультировал 381 предпринимателя и провел обучение для сотен начинающих бизнесменов. Центр «Мой бизнес» оказал свыше 5000 услуг. Активно поддерживаем и самозанятых. Более 480 человек получили доступ к информационным услугам. 304 прошли обучение и получили сертификаты. Вносят вклад также и другие министерства. В июне 2025 года около 40 тысяч организаций детского отдыха и оздоровления приняли уже около 3 миллионов детей. В их числе более 800 тысяч детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Итоги работы детских оздоровительных лагерей за июнь подвели вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов. В рамках летней оздоровительной кампании для детей организованы разнообразные форматы – спортивные, творческие, экологические, туристические и научно-образовательные. В год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы детские лагеря проводят патриотические смены, где ребята знакомятся с историей страны и участвуют в тематических мероприятиях. Летняя оздоровительная кампания для детей активно продолжается. Минздрав России предлагает ввести новые ограничения на оформление больничных листов. Теперь, если за 6 месяцев пациент получал больничный 4 раза и более, лечащий врач будет обязан направить его на рассмотрение врачебной комиссии. Исключением из предлагаемого правила могут служить уход за больным ребенком и другими членами семьи, медицинская реабилитация, получение гражданами медпомощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медпомощи методом заместительной почечной терапии. Футбольный клуб «Ангушт» 26 июля сыграет против «Дружбы Майкоп». Матч пройдет в Назране на стадионе «Центральный» имени Рашида Аушева и начнется в 17 часов. Накануне ингушский клуб подписал контракты с защитником Тамерланом Герзишевым, полузащитником Исламом Ульбашевым и нападающим Рамазаном Ибрагимовым.